А порядка 5000 дачных участков на территории Якутска сегодня считаются безхозяйными. Какова их дальнейшая судьба и какие трудности возникают при оформлении? Сюжет Дмитрия Тымырова. Только на 16-м километре Вилюйского тракта в 80-х годах было выделено порядка 3000 земельных участков под садоводство. На сегодня из них только пару сотен заселены, а остальные считаются бесхозными. Сегодня эти бесхозные участки уже превратились в леса. Бесхозяйные участки находятся не только здесь, на 16-м километре Вилюйского тракта. Сколько всего таких земель на дачных территориях столицы в агентстве земельных отношений Якутска тоже не знает. На сегодня свободными дачными участками имеют право распоряжаться только садово-огороднические товарищества. Вот такими земельными участками распоряжается только само товарищество. Поскольку товарищество является добровольным объединением граждан, то это должно быть общее собрание всех членов этого товарищества. То есть они принимают решение об исключении и включении кого-то другого. Впрочем, такое право у СОТ появилось только в 2001 году, когда в земельный кодекс были внесены некоторые поправки. Сейчас основная проблема с участками, выданными на безвозмездное пользование еще в советское время. В целом по России таких дач 80%. Эти земли не попадают ни под один регламент. Их нет на кадастровой карте. Я знаю, вот тот участок, там бабушка умерла. Мы все-таки по адресу, вот у нас тут есть этот реестр, по адресу ее нашли. Ну, квартиру ее. Туда вот, этот парень постучал, ее спросил, и сказали, она здесь не живет, 3 года тому назад умерла. И захлопнул дверь. И не стал даже разговаривать. В итоге вот сейчас участок вы не можете хороший, вот этот пустой. участок. Конечно, они не могут не строиться, ничего. Вот тут тоже, видели, пусто. Вот. А почему пусто? Потому что они распределены, а построиться не могут. Потому что не оформлено. Специалисты отказывают дачникам в оформлении этих земель. И сегодня новые хозяева пустовавших десятки лет участков оформить их положено по закону не могут. В целом до 2021 года дачники должны произвести межевание своих территорий. В противном случае садовые участки без обозначения границ ВГРП будут переданы государству. Как отметили в агентстве земельных отношений города, после 2021 года эти бесхозяйные земли будут раздавать на общих основаниях гражданам, которые состоят в очереди на получение садово-огороднических земель. На сегодняшний день в Якутске в этой очереди состоят порядка 40 тысяч человек. И с каждым годом эта цифра только растет. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск.